Здравствуйте, это время новостей на Национальном и краткий обзор событий. Изменения в пенсионном законодательстве. Какие преференции предложил Владимир Путин? Роспотребнадзор предупреждает, опасный вирус распространяется в Европе. Заболеваемость зафиксирована и в России. Рейд под кодовым названием «Амброзия». Почему это растение приобрело небывалые масштабы в Настыркоте? Кто в ответе? Инициатива президента России по совершенствованию пенсионной системы приобрела форму законопроекта. Соответствующие поправки уже внесены в Госдуму. Обращение Владимира Путина задало тон корректировкам в первоначальном проекте правительства. Напомню, глава государства предложил снизить возраст выхода на пенсию для женщин, установить льготы для многодетных матерей, а также защитить права граждан старшего возраста на рынке труда. Свои поправки внесли в Нижнюю палату и депутаты от партии «Единая Россия». Обо всем порядку расскажет Амина Бокова. Снижение возраста выхода на пенсию для женщин с предложенных 63 до 60 лет, защита прав граждан старшего возраста на рынке труда и льготы для многодетных матерей. Более 30 депутатов Госдумы и членов Совета Федерации подготовили первый пакет поправок к изменению в пенсионной системе в соответствии с инициативой президента страны. Еще 29 августа было опубликовано обращение главы государства к россиянам. Владимир Путин заявил, что откладывать изменения в пенсионной системе – безответственный поступок, который создает угрозу для безопасности России и стабильности общества в стране. Также президент предложил свои корректировки к законопроекту. В проекте закона предлагается увеличить пенсионный возраст для женщин на 8 лет, до 63 лет. Тогда как для мужчин он повышается на 5 лет. Но так не пойдет, конечно. Это неправильно. И в нашей стране отношение к женщинам особое, бережное. Мы понимаем, что они не только трудятся по основному месту работы. На них, как правило, весь дом. Забота о семье, воспитание детей, хлопоты о внуках. Пенсионный возраст для женщин не должен повышаться больше, чем для мужчин. Поэтому считаю необходимым уменьшить предлагаемое законопроектом повышение пенсионного возраста для женщин с 8 до 5 лет. Далее. Мы должны предусмотреть право досрочного выхода на пенсию для многодетных матерей. То есть, если у женщины 3 детей, то она сможет выйти на пенсию на 3 года раньше срока. Если 4 детей, на 4 года раньше. А для женщин, у которых 5 и более детей, все должно остаться как сейчас. Они смогут выходить на пенсию в 50 лет. Президентские поправки уже поступили в Госдуму. Будут ли они приняты окончательно, станет известно при рассмотрении законопроекта во втором чтении. Среди поправок досрочное установление страховых пенсий для россиян с большим трудовым стажем, а именно 42 года для мужчин, 37 для женщин, а также сохранение сроков назначения накопительной пенсии. Мы предлагаем оставить за гражданами право обратиться за назначением накопительной части пенсии в нынешнем существующем сейчас пенсионном возрасте. 55 лет для женщин, 60 лет для мужчин. Как раз накопительная часть пенсии будет выплачиваться с 55 и 60 лет, то есть под ныне действующему пенсионному возрасту. Единая Россия, безусловно, обеспечит их принятие при рассмотрении законопроекта во втором чтении. Мы благодарны президенту за поддержку инициатив наших избирателей и со своей стороны также вносим подготовленные и оформленные поправки «Единой России». Сегодня задача «Единой России» сделать законопроект максимально защищающим наших граждан предпенсионного возраста. И в этом контексте в сегодняшнем первом пакете мы вносим следующие поправки. Проведение ежегодной диспансеризации работников предпенсионного возраста и предоставлением 2 оплаченных дней на эти цели. Сохранение действующих условий выхода на пенсию коренных и малочисленных народов Севера. Направление в бюджет пенсионного фонда всех конфискованных средств и имущества, полученных в результате совершения преступлений коррупционной направленности. В пакете поправок также значится отмена дополнительных пенсионных льгот для депутатов и сенаторов. Также должны сохраниться все федеральные льготы, которые обычно начинали действовать с выходом на пенсию.
Предлагают для граждан, которым предстояло выходить на пенсию по старому законодательству в ближайшие 2 года, установить особую льготу. Право оформить пенсию на 6 месяцев раньше нового пенсионного возраста. Ну, для примера, человек, который по новому пенсионному возрасту должен будет уходить на пенсию в январе 2020 года, сможет сделать это уже в июле 2019. То есть, повторю, на 6 месяцев раньше. Считаю необходимым установить для работодателей административную и даже уголовную ответственность за увольнение работников предпенсионного возраста, а также за отказ в приеме на работу граждан по причине их возраста. Также из президентских поправок следует, что пенсии работающих пенсионеров, которые не индексируются с 2016 года, будут увеличиваться наравне с пенсиями неработающих. Амина Бокова, Новости 24. Россия может стать хозяйкой волейбольного чемпионата мира 2022 года среди мужчин. Сейчас Российская федерация волейбола прорабатывает процесс подачи заявки в Международную федерацию этого вида спорта. Итоговое решение будет принято на специальном заседании в ноябре текущего года. Отмечу, что ранее Россия ни разу не становилась хозяйкой этого турнира. О вспышке вируса лихорадки западного Нила в мире напомнили в Роспотребнадзоре. 21 случай заболеваний зарегистрирован в Волгоградской области. В основном пострадавшие долго находились на дачах, где их покусали комары, переносчики вируса. Основные симптомы лихорадки – это высокая температура, озноб, мышечная боль и тошнота. В Роспотребнадзоре настоятельно рекомендуют при появлении банальной простуды или сыпи сразу же обращаться к врачу. Напомню, с начала этого года зафиксировано свыше 400 случаев с типичными для вируса симптомами, 27 из которых привели к летальному исходу. Самая острая ситуация сейчас на юге Старого Света и Балканах. Больше всего заболевших в Сербии, на 2-м месте Италия. Тем временем зеленеет настоящая напасть для аллергиков – амброзия. Несмотря на то, что этот сорняк должны уничтожать в обязательном порядке, в некоторых населенных пунктах можно встретить настоящие заросли. Почему амброзия не спешит отступать и как накажет тех, кто в этом виноват, Зелимхан Калоев расскажет. Ингушетию атакует амброзия. Здесь, на одной из улиц Насрани, и вовсе целая джунгли этого добра. Высота травы достигает 4, а то и 5 метров. С виду безобидное растение. На самом деле очень опасно. Эффективной защиты от сорняка не существует. Вот и жители улицы Южная это прекрасно понимают. Поэтому и забили тревогу, обратившись в Россельхознадзор. И аллергические последствия – только часть проблемы. На той неделе заползла, прям во двор к детям змея. Это хорошо, что днем. На той неделе сын вышел, в обед приехал, вышел, змея по двору гуляет. Это бедно плохо. Всех карточки ждешь, а самое надо, МЧС, телефон тихо, не души. Ах, берешь, тихо, что ты здесь? А и собаки бегают, собаки, и собаки. Посмотрите, целый лес. И такие нежданные гости заставляют жителей в буквальном смысле опасаться за свое здоровье. Еще больше за своих детей. Зеленая напасть из Северной Америки становится в это время настоящим испытанием для многих. Залихан Цурова раньше не страдала аллергией, теперь же симптомы неутешительные. Супрастин мелочь в последнее время лила в жизни аллергии цехан сагесо. Уже все-таки и старость, и все. И вот Словом, царит такая по-настоящему экзотическая атмосфера и на соседней улице Белхароева. Здесь располагается и Ингушский политехнический колледж. Может, многие еще не понимают масштабы бедствия, но Марит Таурбекова о зеленой заразе знает исключительно все, поскольку у нее хроническая аллергия. Своими силами даяқ думадан да риш шаханцыз до конца да ханя. До конца даяқ канзыр машина цбочешь, да машина еха, который стригет. Сын начал, потому что детей много, там 8, у нас 4, здесь 4. Это амброзия, дети болеют. Жалеж укузды, змеиш укузбы, укуздуатыш хамдац, ардолит бережь да хацтхо. Куар ардол герт бережь не получается. Администрации антохер, МЧС, телефон тихай ох, никаких действий не принимается. Своими силами, что возможно было, мы сделали, а дальше машин еха до сартхас.
Территория, где разрослось это растение, больше напоминает лес. Аллергия может появиться у тех, у кого ее не было и в помине. В стране от нее страдает каждый третий житель. Ветер подхватывает миллиарды пыльных зерен, после чего они разносятся на несколько километров. Поэтому бить тревогу стоит не только местным жителям. А кто ответственен за состояние этих участков, специалистам уже известно. Да, мы находимся на территории, административной территории Насыркорская, Насыркорская. Вот им принадлежит вот эта улица, и должны они. Вот сейчас мы прямо пойдем к ним, выдадим предписание, чтобы они все это убрали. Но помимо этого мы направим письма и в прокуратуру, и правительство Республики Ингушетия, и Надранский район, и город Надрань. В том, что здесь творится безобразие, что этого не должно быть. Сотрудники Россельхознадзора просто наблюдать за всем происходящим не собираются. Сперва наведались в администрацию Насыркорта. Заказать собрать лучше, там, может, я успею, не успею, но завтра в любом случае дорог не вас. Смысл и работы не в том, что вас наказать, а чтобы убрали. Чтобы этот вопрос дальше не поднимать, то у вас цена, да, хорошо, договоримся. День-два, а завтра, послезавтра, после это верите к самому гяту. Сотрудники Россельхознадзора предупредили, если через 2 дня ситуация не изменится в корне, меры по закону будут предприняты самые суровые. Рейды, в свою очередь, ведомство планирует проводить повсеместно. Поэтому инспекторы советуют ответственным службам заняться уборкой на своей территории. Это касается как местных властей, так и жителей. Зелимхан Калоев, Гапур Черкиев, Новости 24. Проведение очередной всемирной акции по проверке грамотности «Тотальный диктант» назначено на 13 апреля 2019 года. В ближайшее время начнется сбор заявок от городов, желающих стать столицей тотального диктанта и принять у себя автора текста. Выбор столицы диктанта будет проходить во 2-й раз. В этом году главным городом познавательной акции стал Владивосток. До этого автор диктанта читал его в Новосибирске. Как уточнили организаторы, имя писателя, который напишет текст, объявят этой осенью. Напомню, цель акции – показать, что быть грамотным важно для каждого человека. Убедить, что изучать русский язык нелегко, но увлекательно, а также объединить всех, кто умеет или хочет писать и говорить по-русски. Все информационные выпуски и анонсы наших программ смотрите на официальных страницах в соцсетях Facebook, Instagram, YouTube, Twitter и ВКонтакте. Это была вся информация. Увидимся в 16:00.